Около 60 плодоносящих деревьев отныне украшают лужайку 15-й Назрановской школы. Энтузиасты в лице учителей и учащихся закладывают еще одну зеленую зону на территории школы. Средства на приобретение саженцев пожертвовал местный меценат. Яблоня, груша, черешня, слива и даже экзотический нектарин. В новом саду практически все виды плодоносящих деревьев, которые встречаются в Ингушетии. Некоторые деревья уже совсем скоро, а именно весной, дадут свой первый урожай. Этим саженцам по 3 года они привиты для комфортного роста в нашем регионе. Ученики и учителя, вооружившись специальным инвентарем, закрывают последние ямы. Порядка полгектара земли за пару часов превратились в новый сад. Я очень рад, что принял участие в этом мероприятии, ведь мы оставляем наследие на поколение вперед. Этот фруктовый сад очень прекрасно дополнит школу своей красотой, и он будет очень полезен для нас. Подключились к посадке саженцев и представители республиканского Минобра. Асия Катиева, начальник управления образования по Магасу и Назрани, с энтузиазмом принимает участие в эко-празднике. Не только эта акция экологическая, здесь очень много воспитательных моментов. Ведь ребенок на протяжении 11 лет своей жизни проводит эти 11 лет в стенах школы. И каким будет окружение этого ребенка, как будет оформлена территория школы, как будет оформлены классы, эстетическое оформление кабинетов, столов. Все это влияет на формирование эстетического вкуса ребенка, а в конечном счете и на воспитание культуры. Через пару лет у 15-й школы будет не только большой фруктовый сад, где можно будет укрыться от солнца. Учащиеся смогут закреплять теорию ботаники практикой. Такая цель также в планах у руководства школы. Муслим Ганиев, Эрбек Миржоев, Новости 24.